Orada dükkanında. Cái mình đó. Muhammed'in yanına hadi. Hova, terapide rahatla. Onda bana parası takırayım. Bince kekar. İli gina. Первый в класс. İli. Aldım terbiyes. Ориентировно в двух школах района были установлены специальные устройства термометрии. По какой программе установлены эти аппаратуры, ну и как они себя характеризовали, как показали свою эффективность. Но у нас одним из обязательных условий соблюдения санитарно-эпидемиологических требований является измерение температуры бесконтактным способом. И вот благодаря нашего Министерства образования и науки нам было выделено для вот больших школ, где обучается у нас больше 500 детей, было выделено 2 тепловизора, которые помогают быстро определить из толпы, скажем, да, из большого количества людей, лиц, которые имеют признаки ОРВИ, острых респираторных заболеваний. Ну, на сегодня они у нас установлены в 2 школах. Это Настюрбинская средняя школа номер 1 и Антоновская средняя школа, где обучается свыше 600 учащихся. В этом году у нас из-за пандемии не было летнего отдыха, и вот та сумма, которая была предусмотрена на летний отдых, вот Министерством образования, была предложена нашему правительству как бы возместить эту сумму, и вот мы приобрели за счет этой программы на сумму 3 миллиона 975 рециркуляторы во всех образовательных организациях, ну и вот 2 тепловизора, которые вот сейчас мы используем в своей деятельности. У нас сегодняшнего дня уже температура 40 градусов, так что у нас вот по определенному графику дети подходят и начинается у нас очное обучение. А как проводится очное обучение на сегодня? То есть по определенным группам или все классы все вместе сейчас обучаются? Ну, у нас есть определенные требования, то есть в больших школах это у нас организованы по 3, по 4 входа-выхода, то есть есть определенные классы, которые проходят только, ну, скажем, по этим входам. Есть дежурный педагог, который прикреплен. Ну, скажем, в других школах, где нет тепловизора, проводится бесконтактная термометрия, ну и используются антисептические средства обработки.